8 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося крымско-татарского ученого Рифата Фазыловича Аппазова. Мне в жизни повезло, что довольно-таки рано я оказался в гуще общественной работы, в журналистике, и жизнь свела меня со многими выдающимися, видными людьми, с кем приходилось тесно общаться, дружить и работать. С Рифата Ага я впервые увидел в 1991 году. Он сразу произвел впечатление очень образованного, мягкого, тактичного, воспитанного человека. Когда его старались избрать в какие-либо структуры, он вежливо отказывался, мотивируя, что ему за 70 лет, и он готов всячески помогать тем, кто будет работать на национальном поприще. Он был участником встречи с крымско-татарскими студентами тогда в Симферопольском госуниверситете, который организовал я, где он довольно интересно отвечал на вопросы крымско-татарских студентов, обучающихся в различных вузах Симферополя. Рифат Ага довольно часто приезжал в Крым, работая то в комиссии Дагуджиева по вопросам крымских татар, по другим делам, был постоянным гостем редакции газеты «Голос Крыма». Проживал он в городе Королев, что под Москвой, и всячески старался помочь своему народу в вопросах возвращения и обустройства. Когда он приходил в редакцию, мы беседовали на различные темы, он делился своими воспоминаниями и однажды принес материал о своем детстве, о Симферополе, о Гурзуфе, о Ялте. Мы с удовольствием взяли за публикацию. Дальше наше сотрудничество продолжалось, мы его просили написать на ту или иную тему. И вот такое многолетнее сотрудничество привело к тому, что когда появилась возможность писать проекты и защищать гранты, я ему предложил, что давайте, Рифат Ага, подготовим проект, если выделить средства, опубликуем вашу книгу, ваши воспоминания, но дополнительно к тем материалам, что были опубликованы в «Голосе Крыма», вы допишите ту часть, можно сказать, основную о вашей работе, о той закрытой отрасли, как ракетостроение, где представители крымских татар практически не работали. Насколько мне известно, были только Рифат Ага Аппазов, Якуб Ага Бекиров, профессор, и Ильяс Ага Альчиков. Сейчас проживает под Алуштой в селе Шума. Рифат Ага это очень заинтересовало, и он принялся активно за работу, начал писать материал. Мы же, подготовив проект, получили грант, и работа закипела. Вот книга у меня сейчас в руках. Это богатейший материал, как по истории нашего народа, то, что касается его жизни в довоенном Крыму, в додепортационный период. Ну а наиболее ценная его часть, конечно, это ракетостроение, это работа над первой баллистической ракетой, над межконтинентальной ракетой, над ракетой, способной нести ядерный заряд, над спутниками Земли, полет Гагарина в космос и других космонавтов,
Ну а самые наиценнейшие сведения это, конечно, о жизни и деятельности академика Королева, главного конструктора, создателя ракетостроения в СССР. Свои непосредственные встречи с Королевым, свои взаимоотношения, характеристика личности этого выдающегося человека, все отражено в книге. Рифат Ага в 1939 году, закончив в Ялте школу, поехал в Москву и поступил в Высшее техническое училище имени Баумана. Это очень престижное учебное заведение в СССР, а ныне в России. И вообще единицы крымских татар, которые могли туда поступить и окончить. Среди них был и Юрий Бекирович Усманов. Рифат Ага после окончания первого курса приехал в 1940 году в Крым на каникулы, и после отъезда с Крымом была очень долгая разлука, началась война, последующие события, связанные с высылкой крымских татар, и после 1940 года впервые Рифат Ага в 1958 году смог посетить полуостров, походить по тем улочкам, по тем дворам, где он родился, где он учился, где он рос. И свои вот эти впечатления и все приключения, связанные с ним, они очень нерадостные, нелицеприятные, связаны были с давлением на него, он все описал в данной книге. После окончания учебного заведения он был распределен на завод артиллерийский, который потом был преобразован уже в ракетостроительный. И в 1946 году он был направлен в составе группы ученых в Германию для выявления и изъятия документов, связанных с производством ракеты Фау-2. Гитлеровская Германия активно работала над этой программой и уже близко подошло к созданию вот этих совершенных ракет, которые могли бы влиять на ход войны. Надо сказать, что с территории Германии эти ракеты запускались и наносили большие разрушения, скажем, на территории Англии, Лондона. Поэтому было важно получить вот эту всю документацию, и Советский Союз активно работал над этой проблемой. И вот полгода Рифат Ага находился в Германии, работая там во всевозможных учреждениях, на заводах, в архивах, все, что могло связано быть с производством ракеты Фау-2. И затем, когда они вернулись уже в СССР, они продолжили уже работу над созданием советских ракет. Космическая отрасль, она закрытая отрасль, она бдительно охраняется государством, и это было не только в Советском Союзе или современной России, это в любом сегодня современном государстве, которое способно у себя было организовать и поддерживать и развивать космическую отрасль. Поэтому он обладал группами допуска к документам секретно, совершенно секретно. И поэтому вот его работа, конечно, регламентировала его жизнь,
много они о себе не рассказывали, они не афишировали, они это просто не могли делать, потому что они владели государственной тайной. Поэтому Рифат Ага, работая, скажем, в космическом отрасли, он много лет, несколько десятков лет преподавал в Московском авиационном институте, и народу широко не был известен до поры до времени. Но когда он вышел на пенсию, прошел определенный период, были, значит, какие-то смягчения, послабления в государственной политике. Вот тогда Рифат Ага и включился уже в крымско-татарское национальное движение. Это было конец 80-х, начало 90-х годов. Он был членом правительственной комиссии Давлетгуджиева по вопросам крымских татар. Но в связи с тем, что вот человек, аналитик, такого масштаба ученый, обладающий широким кругозором, это все позволило ему быстро влиться в национальное движение и занять там определенную нишу. Конечно, это было связано с интеллектуальным трудом прежде всего и с подготовкой документов, написание их, редактирование, вкласть туда, вложить смысл необходимых требований. Вот эту функцию Рифат Ага Апазов прекрасно выполнял. Многие участники национального движения, имея героическое прошлое, имея за собой, значит, многолетний опыт борьбы, перенеся множество лишений, потрясений, преследований, но не обладали тем уровнем интеллекта и знаний, каким, конечно, обладал Рифат Ага. Поэтому в национальном движении тоже и есть такое, как распределение ролей. Кто-то организовывает митинги, кто-то их проводит. Есть масса других мероприятий. Вот. А Рифат Ага, он как раз таки прекрасно справлялся с работой подготовки документов. Он пользовался большим уважением среди соотечественников, и я не раз был свидетелем, с какой добротой, с каким уважением они его встречали, общались, приглашали к себе в гости. Среди них были и ветераны национального движения. Как-то Изет Ага Хаиров, узнав, что Рифат Апазов приехал в очередной раз в Крым, позвонил мне и попросил связаться с Рифат Ага и пригласил его в гости. И я на этой встрече также присутствовал. Хлебосольная хозяйка Васфия Апте Хаирова приготовила изысканные крымско-татарские блюда. И вот мы целый вечер сидели, беседовали на разные темы. Изет Ага живо интересовался отношением, взглядом Рифат Ага на те или иные проблемы, касающиеся крымских татар. Была такая очень интересная беседа, и я вот смотрел тогда на двух старцев, что у каждого из них своя судьба, своя дорога, свой путь. Но до того было это такое тактичное и дружелюбное отношение друг к другу. Ну и я это отношение к Рифат Ага я чувствовал постоянно, потому что в дискуссиях бывают споры, вы знаете, бывает, даже доходит до драк, но даже когда Рифат Ага кому-то оппонировал, в ответ ему всегда отвечали очень тактично и вежливо, потому что это была его манера поведения и манера ведения бесед.
Рифат Ага очень любил свой народ, любил крымско-татарские блюда, и в Крым его постоянно тянуло, он довольно-таки ежегодно, в год мог по несколько раз приезжать на родину. Мы садились в наш редакционный «Жигуленок», он, например, предлагал: давай, Эльдар, съездим в Ялту, хочу посмотреть на свой родной город. Мы ехали, посещали его друзей. Один раз уже было за 10 часов вечера, он говорит: поехали вот к такому-то другу, я уже не помню, как его имя, он русский был по национальности, не то художник, не то архитектор. Спрашивая, приблизительное место жительства он, конечно, знал, но были свои тонкости, время меняет, там что-то перестраивается. Расспросами мы подъехали к его дому. Он сидел во дворе, чаевал, и когда увидел Рифат Ага, он прослезился, они обнялись, начали вспоминать свое детство, юность, школьные годы. Затем мы с Рифат Ага уже было около 12 часов, поехали к другому уже крымско-татарскому другу, с какой радостью и восторгом он нас встречал. Возвращаясь в Симферополь, это уже был где-то 2 час ночи, мы всю дорогу от Ялты до Симферополя распевали в машине с ним крымско-татарские песни. А когда в КИПУ организовывали презентацию его книги, и готовили концертную программу, Рифат Ага позвонил из Москвы, попросил: Эльдар, если, говорит, можно, попроси артистов исполнить мои такие-то любимые песни. Я сейчас запомнил: Дахдан Энди Бирхозо, тогда прозвучала песня, и другие. То есть был тончайший знаток крымско-татарской истории, крымско-татарского фольклора. Сам он в молодости увлекался музыкой, играл на мандолине, домре, но только в связи с тем, что дальнейшая жизнь его была связана уже с точными науками, с космонавтикой, конечно, он остался музыкантом-любителем. Как-то приехав ко мне домой, я его пригласил, моя жена Эльнара приготовила крымско-татарские чубереки. За беседой я у него прямо спросил, наши отношения уже были таковы доверительны, что я мог у него уже о многом спрашивая, не стесняясь. Рифат Ага, возраст у вас такой, что никого вечно нет на этой земле. Вы где желали бы быть похороненным? Он сказал, подумал так, говорит: наверное, говорит, все-таки в Москве. Я говорю: почему вы так решили? Говорит, у меня все-таки там семья, жена, дети, внуки. Они будут приходить ко мне на кладбище, ухаживать за могилой. Я говорю: это, конечно, абсолютно верно, но Москва это далеко, а Крым и народ проживает здесь. Подумайте, может быть, вы примете решение, что вас похоронили в Крыму, в Симферополе. И когда пришла тяжелая вещь, что сначала произошел инсульт, что Рифат Ага, тяжело болен, а затем наступила смерть. Пришло известие, что его сын везет тело отца в Крым. Когда сын привез его тело на своем внедорожнике, мы его спросили, как, что, он говорит: это было последнее завещание папы. Он сказал: померь меня, измерь мой рост, посмотри, помещаясь в машину, попрощайтесь здесь в Королеве со мной, погрузишь и повезешь в Симферополь.
Так сын и сделал, и Рифат ага мы похоронили в Симферополе на кладбище Абдал. У него здесь проживали родственники, и вот когда он в Крым приезжал, он останавливался у разных людей в гостях. В свое время он останавливался у Баттала ага Челеби, потом он останавливался у Исмаила Карикова, а в последние годы он жил у своего племянника Рифата Гафарова. Вот все дуа уже потом прошли в доме у Рифата Гафарова, которого, к сожалению, сегодня уже тоже нет в живых. И Рифат Гафаров организовал установку башташа надмогильного камня. Конечно, профинансировала семья, но камень был также вовремя установлен, и сегодня прах Рифата Аббазова покоится на кладбище Абдал рядом с прахом нашего выдающегося поэта Шакира Селима. И вот когда мне приходится бывать на кладбище, хожу я возле этих могил и вспоминаю моих друзей, приятелей. Все они были старше меня, и я стараюсь хранить о них добрую память. И вот пока у меня есть в руках средства массовой информации, как газета «Голос Крыма», я напоминаю нашим читателям о жизни, деятельности таких видных, выдающихся личностей крымских татар, каким был Рифат ага Аббазов.